Эфир телеканала «Якутия-24» продолжает программа «Актуальное интервью». В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. 9 мая мы отметим самый главный праздник нашей страны – 76-ю годовщину Великой Победы в Великой Отечественной войне. С каждым днем ветеранов-участников самой кровопролитной войны становится все меньше. Об этом и не только. Мы поговорим сегодня с нашим гостем. Это председатель Совета ветеранов города Якутска Николай Трепша. Николай Александрович, я вас приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, а сколько сейчас ветеранов Великой Отечественной войны проживает в городе Якутске и сколько вдов ветеранов Отечественной войны? Всего в республике проживает у нас 52 человека, в городе Якутске 37 человек, это участники Великой Отечественной войны. Вдов у нас 448, это по республике, а в городе Якутске 226 вдовы. Также у нас есть категория блокадники, всего в республике проживает их 25, в городе Якутске 20. Есть такая категория узники концлагерей, в республике у нас их 15, а в городе Якутске всего 5. Скажите, пожалуйста, какая помощь оказывается этим людям, ну, в том числе по линии Совета ветеранов? По линии Совета ветеранов, Совет ветеранов города Якутска включает в себе, получается, как бы у меня еще сопредседателей 15, это городских и пригородских. Они активно, они знают всех, ну, понятно, особенно участников Великой Отечественной войны, не только в лицо знают, и частенько навещают. Ну, сейчас у нас пандемия, но как бы тоже очень разумно. Сами по себе мы немножко огородили, потому что сейчас все наши ветераны закреплены за учреждениями города Якутска и как бы стараемся, ну, сбалансированно и разумно, ну, как говорится, чтобы поздравляли в данном случае сейчас наших участников Великой Отечественной войны. Хочу сказать, что если по процентному отношению у нас есть немного переболевших и где-то около 10 уже привитых вакциной COVID-19. Ну вот говоря, опять же, об этом коварном вирусе, в прошлом году, к сожалению, 75-ю годовщину мы отмечали в режиме самоизоляции. В этом году массовые мероприятия также, к сожалению, отменены. С учетом прошлого года, мероприятий, опыта прошлого года, как будет проходить празднование Великой Победы в этом году? Мероприятия спланированы, и было очень много спланированных. На данный момент мероприятие, формат немножко будет изменен. Это, ну, как бы скопление народов не более 50 человек. Обязательно это будет у нас подъем Знамени Победы на ДП-2, возложение цветов. Это получается, каждая управа, ну, в принципе, имеет под своим опекой памятник, и, соответственно, будут возложены цветы. Ну, понятно, у нас символ – это Площадь Победы, где вечный огонь. Там же торжественно будет руководство нашей республики, города, ветераны. Ну, соответственно, обязательно тоже будет возложение. Также у нас акции – это свеча памяти. Также уже давно началась Георгиевская лента. Ну и хочу сказать, традиционно в начале года у нас стартовала, и каждый год стартует эстафета Знамени Победы, где Знамя Победы посещает каждый район, улус нашей республики, и, соответственно, она в конце уже, как говорится, в нашей столице уже по нашим управам, говорится, пройдет, и, соответственно, уже к 9 мая уже окончательно нашу республику, она уже, эстафета проведется, завершится. Расскажите немного о вашей организации. Она ведь объединяет очень много ветеранов. Чем занимаетесь? Совет ветеранов города Якутска, это подразумевает объединить всех ветеранов, участников Великой Отечественной, ветеранов труда, ветеранов тыла, военной службы, военных конфликтов. То есть получается, если вот начинаем считать, да, сколько у нас, как я уже сказал, не буду повторяться, скажу новая цифра, это у нас ветеранов тыла насчитывается 1350, это только у нас в городе Якутске. Категория очень большая. Также категория, одна из самых больших, это у нас дети войны. Насчитывает почти, ну, около 9 тысяч. Но хочу сказать, что
город развивается, появляются новые жители. Ну и хочу сказать, что и ветеранов труда у нас в городе почти 39 тысяч. То есть, если вот эти категории сравнить, то организация должна объединять где-то порядка 50 тысяч в городе Якутске. Ну вот пандемийный период, прошлый год, к сожалению, все были вынуждены сидеть дома в большинстве своем. Но вот в допандемийный период, давайте вернемся, может, 19-18 год, вот эти категории ветеранов, которые вы назвали, насколько активно принимают участие в различных мероприятиях, какие мероприятия проводятся онлайн, что-то может быть уже запланировано на этот год? Ну, хочу сказать, что если мы берем допандемийный период, у каждого председателя города, пригорода имеется план. То есть получается как бы на год, квартальные планы и соответственно, периодически какие-то большие форумы, мероприятия проводим на разных площадках. Очень много и, соответственно, любят, например, и там, к примеру, когда вот урожай у нас снимают, да, и получается день урожая, то есть где-то выбираем эту площадку и, соответственно, также мы планировали большой, грандиозный впервые, это в сентябре месяце, 3 сентября у нас была забита дата, это смотр коллективов художественной самодеятельности округов. Такого у нас не проводилось в таком формате, почему выбрали русский театр, это транспортная схема. Это как бы наши ветераны, они привыкли. Это мы вспоминаем, если хочу сказать, что вот мы сделали акцию «Капсула памяти». Это 27 января 2020 года. Это было обращение нашего участника Великой Отечественной войны Конкина к потомкам, где самолично участники Великой Отечественной подписали, их было 54 на 27-2020 года. Подписи к обращению, где через 10 лет капсулу памяти вскроют, и, соответственно, у нас и в текстовом она записана, и также было обращение записано на видео. То есть можно будет и вживую увидеть ветеранов лица, услышать обращение участника Великой Отечественной войны, как бы вот, и это вот допандемийный период, было очень действительно планов. В 75-й летию Великой Победы готовились очень, так сказать, помпезно, но тем не менее пандемия нас не переломала, и хочу сказать, что и тот же, когда окончание Второй мировой войны, 2 сентября то же самое и ветераны присутствовали, это в 2020 году было у нас на мемориальном памятнике солдат Туймады. И хочу сказать, что продолжает и очень активно граждане участвовали в, как говорится, о том, что в солдат Туймады и их родственники должны быть на мемориале. Хочу сказать, ну вот, к примеру, Поповых, только у нас на солдат Туймады 119, по фамилии Попов. Вот. И было в прошлом году внесено 26 новых имен, достойные, которые проверили, их хотели больше, но всевозможно, я думаю, это не последний список. Могу остановиться, когда еще в далекое будущее, да, когда еще праздновали 50-летие Победы, это было в 1989 году, постановление еще, будет в СССР, когда мы жили, получается, было принято решение о увековечении всех участников войны в книгу памяти. И это было в то время еще, в Советском Союзе была большая выделена сумма, это порядка 100 миллионов рублей теми деньгами. И в республике, как говорится, республика, она у нас всегда один из, как говорится, застрельщиков любой инициативы, активно включились. Всего было издано 9 томов. Первый том был издан в 1992 году, а 9-й том был издан в 2014. Вот считайте, сколько, почти 22 года было вот издано книги памяти. И в завершении, как бы, можно сказать, 10-й том, виток этой работы. Там было сказано о героях Советского Союза, героях соцтруда, о полных кавалерах и, соответственно, о тех уникальных наших защитников нашей Родины, да, которые были награждены 4-жды.
медалью, к примеру, за отвагу или там 3 ордена Отечественной войны, то есть те награды, которые ну, давались за действительно подвиги большие. Ну и сейчас, как говорится, тайну не открою, я являюсь также член президиума Рискома нашей республики. Прорабатывается вопрос увековечения памяти наших героев и якутян в период 41-45, которых республика может даже появиться награда Героя Якутии. То есть Герой Советского Союза, у нас в республике 24 Героя Советского Союза, а Герой Российской Федерации Стрекаловский в 96 году у нас это 25-й. Рыжиков это, ну, получается, тоже герой, это у нас как бы 26, из них 25 участники Великой Отечественной войны и 5 полных кавалеров. То есть у нас участники Великой Отечественной войны, их 30 у нас, 30 героев. И много и пишут, и действительно достойные люди есть, и почему бы пойти дальше, и, соответственно, чтобы в Якутии появились свои герои, герои Якутии. Действительно, будет, инициатива просто замечательная. Да, это бы здорово, и тем самым подстегнуло бы нашу молодежь. В том же, говорю, как ребята, я говорю, сейчас знаю тоже вот призыв, и у нас есть, я вот сам служил в Германии, группа, кто служил в западной группе войск, это ГСВГ, ЗГВ, вот, сейчас вот тоже переписываются, и люди, отцы с гордостью, что отправил сына в армию служить, то есть идет призыв. Тоже хотел ребятам пожелать хорошей службы, всего-то год, быстро, и, соответственно, потом включиться, ну, как говорится, в работу, ну, в процветание нашей республики, нашим защитникам. Ну вот говоря о молодежи, расскажите, какая работа идет по патриотическому воспитанию среди молодых людей нашей республики? Ну, будучи еще, когда я был военным комиссаром, да, участники войны, они были все закреплены за школами. Школ у нас с каждым годом становится больше и больше, и они вживую видели наших участников войны. И вот я говорю, до пандемийного периода, хочу сказать, что к 20, ну, возьмем, к примеру, 17-й год, да, и каждая школа приглашала участника войны, который вживую дети видели защитника нашей Родины, и, соответственно, с таким энтузиазмом, ну и посыл к хорошей учебе, и, соответственно, к защите нашего Отечества. То есть ветераны очень активно участвовали в воспитании и нашей молодежи, наших школьников. Николай Александрович, в завершении нашей беседы ваши поздравления нашим телезрителям. Я хочу, во-первых, поздравить наших участников Великой Отечественной войны, пускай их 37, и кто-то вот уходят, буквально ушли, не дождавшись победы, а они живут от победы до победы. И действительно, юбилейный 75-й год, для них 76-я годовщина тоже является юбилейным, как бы порог дошел до победы, и сейчас каждый год это получается у них знаковое. То есть они как бы стремятся, они, ну, как говорится, форму не снимали, на их кителе орденов становится, медалей все больше, он становится тяжелее, и ответственность становится у них больше. Это, вот, во-первых, это участники Великой Отечественной, вдовы, это спутницы, которые ухаживали за нашими ветеранами. Ну, многие, получается, в Якутии целая книга есть, семьи. То есть, получается, и муж, и супруга воевали, то есть они участниками Великой Отечественной войны. Также категория блокадней, которые детскими глазами видели, и они очень интересные люди, встречались, и традиционно, вот в прошлом году то же самое, когда снятие блокады было, 27 февраля встречались глава республики, глава города, очень интересные люди, узники. Ну, действительно, это, ну, хочу сказать, без тыла, что у нас медаль за труд, медаль за бой из одного металла льют, то есть вот медали. Категории, вы знаете, я назвал 1350, это ветеранов тыла. На их плечах действительно люди, они очень уникальные, они заслуженные, как это победа, это они
ковали эту победу в тылу. Также ветеранов очень много, участников боевых действий, потому что, говорю, Чечня закончилась, Сирия, и много у нас и сейчас в республике появляется, кто участвовал в сирийских конфликтах и продолжает еще участвовать. Категорий у нас очень много тех людей, которые достойны. Но я считаю, что праздник это не только мужской, но и женский праздник. Хотел бы во всех поздравить. Это действительно наша победа, победа нашей страны, нашей республики. Всех с наступающей великой славной датой. Это 76-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне. Николай Александрович, я благодарю вас за эту беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Всего вам доброго. Ну а всем нам мирного неба над головой. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». В преддверии празднования 76-й годовщины Великой Победы гостем нашей студии был председатель Совета ветеранов города Якутска Николай Трепша. Будьте бдительны, берегите себя, обязательно носите маски и соблюдайте социальную дистанцию в общественных местах. До встречи в эфире.